Эң негизгиси фонддун ачылышына биздин балабыз түрткү болду. Биздин балабыз аутизм деген диагнозу бар. Андан кийин биз көп ойлонуп, көптөгөн методикаларды, көптөгөн леченияларды кылып, именно центрлердин ушундай тажрыйбасы бар көп методикаларды колдонгон ушундай фонддордун, центрлердин жоктугунан биз ачууга аргасыз болдук. Анткени биз өзүбүздүн биринчи очередь биздин өзүбүздүн балабыз үчүн, балабыздын келечегин ойлонуп, анан балабыз үчүн бир чөйрө кылабыз деп ойлогонбузда, бул чөйрөдө өзүн эркин сезип, чтобы сам среди своих был, ошондой чөйрөнү издедик. Ошондуктан биздин фондубуз ачылган. Бул фонддо көптөгөн методикаларды колдонобуз. Азыркы күндө 100дөн ашуун балдар келет биздин фондко. Өтө көп методикаларыбыз бар, ошолор менен иштейбиз. Менин балам 5 жашта, бул жака келип атканыбызга жарым жыл болду. Ага чейин мындан бөлөк башка центрларга көп бардык, бирок результат болгон жок да. Анан бул жака келгенден бери Кудайга шүгүр, кичинеден результат болуп баштады. Имитация пайда болду да, менимче бул туураганды да, имитация деген бул туураш керек да, бирөө андай жок болчу. Маани берчү эмес, жанында адамдарга, балдарга маани берчү эмес, өзүнүн жашоосунун ичинде эле жүрөчү да. Анан атын айтсаң дагы бирде караса, бирде карачу эмес. Өзүнө керек болгондо карачу да. Мисалы үчүн Илдар муну алып кел, муну бер дегенде билчү эмес. Анан тамак жейсиң Илдар десем чуркап келчү, то что ему надо, ошого депчү. Азыр баарын Кудайга шүгүр түшүнүп калды да. Анан элементарно отур, тур деген эмес, азыр жүрү эшикке чыгып келели десең, идет, эшикке чыкканга басып барат. Жоксо жүрү жууналы десең, идет и со себя снимает одежду и барат да. Дагы бул жакта эң главный эме бул база, бул физкультура да, ЛФК, гимнастика. Бул жактан мелкий моторикага көп иштейт Илдар. Мелкий моторика болсо кол менен да, мелкий моторика болсо бул башты жакшы иштеткенге үйрөтөт экен, ошо. Элементарный нерселерди көп түшүнүп калды. Өзү туалетке барып калды, өзү тамак ичип калды. Анан бул жерде руки менен сенсорная интеграция деген тоже ЛФКнын бир түрү. Жакта болсо на концентрацию внимания они работают. Ошо. Беговой дорожкада 1,5-2 километр свободно чуркайт. Анткени биздин балдар гиперактивный балдар да, энергиясы көп. Обычный бала мындай нерсени кыла албайт. Даже чоң киши 2 километр чуркай албайт да. Булар каждый божий день ушул жерде 2 километр чуркап, плюс еще занимаются. Артка, алдыга чуркап кылат. Анан үчүнчүсү бул дефектолог менен занимается. Дефектолог болсо баламдын түшүнүү, понимание иштейт да. Мисалы үчүн сүрөт тартканды, цифраларды туура койгонду катары менен, букваларды ичинен үйрөтүп келатат. Анан животныйларды да үйрөтөт да. Адам животныйдын атасы, апасы деген билбейт да биздин балдар. Чоң, кичине, отур, ушул баарын үйрөтөт. Анан дагы эме бар, логопед бар. Логопед болсо звуктарга иштейт. А деп кечке ошол жарым саат болсо дагы тилин массаж кылып, ошол менен, как сказать, ошол менен иштеп, анан азыр Кудайыма шүгүр, Аллага шүгүр, балам аябай чоң результаты бар. Ушул жака келгенге аябай сүйүнөм. Буга чейин канча центрларга бардык. Анан даже диагнозду кое алышчу эмес да. Азыр аутизм деген диагноз биздики. Бирок бул диагноздан, бул центрдан көп балдар чыгып кеткен да. Кадимки балдарга кошулуп, садикке барышып, ушинтип калган. Азыр биздин балага да ошондой Кудай буйрса бияктагы тренерлери, педагогдор баары айтып атат. Илдарга бир көп болсо 1 жыл дагы ушундай усиленно заниматься этип койсоңор, Илдар чыгып кетет бул состояние. Мы когда со Славом начинали свой путь, нам было очень тяжело, поскольку не было ни методик, очень мало было тех учреждений, где принимали бы нашего ребенка. В общество, можно сказать, что относилось к нам не очень доброжелательно. И у меня возникла такая мысль, то, что нужно создать
нечто свое для этих особенных детей. И еще, поскольку у нас были огромные результаты после двигательной терапии, новой методики, которой мы обучились у российских специалистов, мы захотели ей поделиться. Я лично захотела поделиться и сказать, что есть выход, что можно реабилитировать детей, что можно им помочь и как помочь, и захотела помочь. После возникали идеи, то, что все в разных местах. Например, с Асланом, если мы ходили на ЛФК раньше куда-то, до центра нашего, то логопед был совсем в другой черте города, дефектолог еще в другой черте. И нам приходилось на дорогу очень много времени тратить. И у меня возникла такая мысль, что я захотела все в одном месте, чтобы родители приходили как в свой дом, как второй дом, в центр, где будет все для этих детей. И на сегодняшний день мы над этим работаем. Мы хотим сделать все для наших детей. Сейчас в нашем фонде есть двигательная терапия, сенсорная интеграция, бассейн, танцы, сейчас хореография подключается, музыка, арт-терапия, групповые занятия, дефектологи, психологи, нейропсихолог, нейродефектолог, аботераписты и очень много методик еще, которые мы применяем. Сейчас мы работаем над тем, чтобы подключить все, так же, как и для обычных детей, чтобы для этих детей было абсолютно все. И родители у нас в фонде себя чувствуют очень хорошо. Они все говорят, когда пребываем здесь, это как дом, как среда, как общество, которое их оберегает. Они себя чувствуют как бы легко и просто. Очень много родителей начали приезжать с регионов. Почему? Потому что они раньше своих детей просто прятали. А сейчас они поняли, что таких особенных мам, как мы, очень много. И можно им помочь. Наша двигательная терапия, методика, влияет очень хорошо. У ребенка появляются первые навыки первоначальные, которые имитация, поведенчески меняется ребенок, самое легко ставится глазодвигательные движения. Ребенок становится осознанный, смотрит в глаза. И эта методика, она очень большая, пятиступенчатая. Сейчас мы находимся на первой, на второй степени. Дальше мы будем развиваться, идти вперед. И, конечно, очень много еще планов для этих деток. Мы хотим садики, школы для наших детей. Мы хотим для них сделать большой спортивный какой-то комплекс. Это все, дай Бог, потихонечку будем реализовать с вашей помощью, с помощью наших родителей. И с помощью тех людей, которые неравнодушны к нашим деткам. Потому что наши особенные детки тоже имеют право на жизнь. Они имеют право жить так же, как и обычные дети. Почему, когда в обществе мы ходим, на нас нападают, нас обижают, и на наших детей иногда часто, вот даже вот недавно и показывали в России, как не пускают их в общественные места, говорят, держите их дома. Я думаю, что наши дети имеют равные права, и у нас есть надежда на светлое будущее. Мы хотим, чтобы инклюзивное образование обязательно начало действовать у нас в Кыргызстане, чтобы не то, что даже в школе, а чтобы инклюзивное образование уже начали мы в садике, потому что все начинается с детства маленького. Чем раньше мы начнем реабилитировать наших детей, чем больше у них шансов жить полноценной жизнью. И наши родители, которые в регионах, они должны понимать, не прячьте этих детей. Они особенные, вам просто нужно понять, в чем они особенные. Вам нужно понять, как с ними можно проработать, как с ними нужно разговаривать, как нужно себя вести. Мы обучим всему вас обучим всему то, что мы умеем. И я думаю, что тогда обязательно будут большие результаты. И именно те люди, которые в регионах держат своих детей дома, они начнут приходить, они начнут развиваться. Мы сейчас хотим запустить еще новый проект, онлайн-проект, с которыми будем работать с регионами. Сейчас я над этим работаю, и я переживаю за то, что у нас в регионах
нету ничего. Конечно, они бы хотели бы к нам приехать, но это опять-таки средства. Регион должен приехать в Бишкек, жить здесь, на пропитание платить и обучать ребенка. Это очень накладно, не все могут. И вот этот онлайн-проект, думаю, нам бы очень помог. В 2,5 года мы узнали о диагнозе, и, конечно, как и для всех родителей, для нас это был шок. Естественно, наше общество не готово к тому, что есть особенные дети. Чуть позже мы начали заниматься, в первую очередь работать с психологами, специалистами этого центра. На самом деле очень важна поддержка именно родителей, потому что родители, они не готовы к этому. Соответственно, если у тебя нет готовности к происходящей ситуации, то значит у вас не будет взаимопонимания ни с преподавателем, ни с ребенком. Вот. В первую очередь мы наладили контакт, скажем так, навели порядок в наших головах. И позже вот все прям пошло, как говорится, как по маслу. То есть ребеночек начал адаптироваться. Он начал понимать обращенную речь, у него появились указательные жесты. Это очень важно, потому что ребенок невербальный, и для того, чтобы понять, что он, базовые потребности, если он хочет пить или есть, а навыков указательного жеста у него нет, соответственно, это осложняет ситуацию. Это очень важно, чтобы ребенок какие-то базовые свои потребности обозначал. Вот. Для мамы это большое облегчение, когда ребенок не знает своего имени, и после занятий ты видишь, что ребенка ты своего зовешь по имени, он окликается, он на тебя смотрит. Ну, это результат. Конечно, в масштабах общественности кто-то послушает, посмотрит, скажет, ну и что, его позвали, а он отвлекся. Нет, для нас это большая победа. Сейчас мы потихоньку складываем пазлы. Благодаря преподавателям. Преподаватели делают очень большую работу. На самом деле это не простые учителя, которые нас учат в школе. Это учителя особенных деток. Они обладают недюжинным терпением, и у них колоссальная отдача. И когда ты смотришь на результат ребенка, ты понимаешь, что все не зря. Работа, ту, которую мы здесь проделываем вместе с преподавателями нашими, она дает свои плоды. Наши детки, дай бог, станут полноценными членами общества, просто со своими маленькими особенностями. Большую благодарность хотела бы выразить Анаре Аразбековне, что она собрала этот коллектив, что она собрала таких кадров, которые помогают нам справляться с нашими маленькими трудностями. Спасибо большое. В наш центр приходят детки с ментальной инвалидностью. Это, получается, и аутисты есть легкая форма ДЦП детки, есть детки с синдромом Дауна. Для всех детей разработаны отдельные методики, которые работают именно с ними. У нас для синдромов Дауна есть специалист, который обучился в Москве, который работает именно по той методике, которая им поможет. А с нашими детками-аутистами, с детками ЗПР, ЗРР, ЗРР, с разными диагнозами очень много методик. Каждому ребенку подбирается индивидуальная программа. По этой программе мы работаем. Меня радует, что у детей очень большие результаты, у многих детей. Я уже даже не помню, сколько детей мы отправили в обычные сады. Вот сейчас на сентябрь тоже выпускаем, где-то 4-5 ребенка у нас пойдут в сады, параллельно будут обучаться у нас в вечернее время, а дневное время пойдут в сад. И есть детки, которых мы сейчас подготавливаем к школе. Конечно, мы же хотим инклюзивное образование и стараемся отправлять в обычные сады тех деток, которые уже готовы пребывать в обществе. И эта социализация, я думаю, что им очень поможет. Результаты идут разные. Есть результат, не поверите, от 3 дней. Бывает родитель, который говорит, 3 дня в ребенке изменения мы увидели. Пускай будут они маленькие, но они есть. Иногда бывает, когда тяжелые диагнозы, особенно с умственным отставанием, немножко результат идет дольше. Но тем не менее результат есть. Мы сейчас ищем еще пути, постоянно читаем, изучаем, что творится у нас в мире, какие еще методики у нас есть.
и обязательно включаем в свою программу те методики, которым обучаются наши специалисты. Вы знаете, в первую очередь есть те методики в нашем центре, которые нету ни в одном центре другом. У нас есть авторские методики, которые применяем, есть методики российских специалистов, например, Сорокина Наталья Анатольевна методика, которую она разрешает применять у себя. Есть методики по двигательной терапии, которой нигде нету. Есть другие еще методики, которые есть только у нас. Но помимо этого мы помогаем деткам еще по лечению. Направляем к тем специалистам, которые более квалифицированы. И мы работаем здесь комплексно. Не просто у нас, скажем, наша коррекционная часть, реабилитация, мы следим за реабилитацией ребенка, следим, что творится еще по лечебной части у него. Все это у нас, получается, работа у нас идет в купе, все вместе. Я думаю, из-за этого у нас самые лучшие результаты на сегодняшний день. Я думаю, что сейчас у нашего государства идет такой, как сказать, тяжелый период, который мы должны перенести. И, естественно, мы всеми силами помогаем. Отчасти можно сказать, что мы выполняем то, что должно было делать государство. Сейчас мы хотели бы большую поддержку от государства в открытии спортивного комплекса. Мы сейчас хотим в открытии детских садов инклюзивного образования и в открытии, не в открытии, а включении в школьную программу тоже инклюзивное образование. Вот это, думаю, на сегодняшний день была бы самая большая помощь, которую нам бы дало государство. Мы хотим работать, мы хотим совместно работать, мы хотим где-то, чтобы государство нас тоже поддерживало и помогало. Кисло. Маленькая прищепка, большая. И у. Давай. И. Биз бул центрга келгенибиз декабрдан баштап келип жатабыз. Центрга келгенде биз баламдын эмеси состояниясы аябай эле эме болчу, начар болчу, мындай координация движения жок болчу, мындайча айтканда баланын мээси менен денесинин ортосунда связь жок болчу. Анан биз эң биринчи бияктан физкультурадан баштадык. Физкультурадан бизге аябай жакшы жардам берди да. Азыр баланы айтып өтсөм, мындай уже эме да, баланын көз карашы уже өзгөрдү, бала уже күчтүү, мурункудай эмес, слабый эмес. Мурун мышцалары слабый болчу. Азыр уже бала күчтүү болуп, кадимкидей уже эме болуп калды. Уже бала өзгөрдү десем болот бул центрга келгенде. Бияктын специалисттери дагы күчтүү, жакшы специалисттер. Директорун айта кетсем дагы, директору да аябай жакшы адам. Бизге балдарга эмес, даже бул ата-энелерге да условия түзүп берген да. Зона комфорта кылып берген ата-энелерге дагы. Башка центрларга барганда мындай эмеде андай условия жок. Ата-энелерди ишке чыгарып коюшат, аякта эшикте күтүп отурушат. А бияка уже эме условиясын коюп койгон да. Көп жакшы результаттарды берет. Например, эме уже бияктан садикке көп кеткен балдар бар. Көп кетишет да садикке. Жакшы болуп, эме болуп кетишет. Специалисттер боюнча айта кетсек дагы, специалисттер дагы аябай күчтүү специалисттер. Мындай балдар менен иштеш дагы кыйын. Бул эмеден физкультурадан ата-энелер ушу балдар менен чогуу эме кылышат да. Чогуу машыгышат десек болот. Бул эменин ата-эненин баласы менен болгон связь. Чогуу эме кылып, булардыкы деген азыр деген эмеси жок да. Зеркальный эмеси жок. Кайталай алышпайт да. Анан бул баягы ата-энесин көрүп ошону кайталаганга үйрөнүшөт да. Ошол дагы аябай жакшы эме да, плюс да. Физкультура эме кылган.
Биз эң биринчи ошо физкультурадан баштаганбыз. Андан кийин эме кылып даяр болгондо эмеге башка сабактарга өттүк да. Баягы бул балдар деген эмеге отурбайт такыр. Усидчивость жок булардачы. Анан ушу эмеден эң биринчи ушу физкультурадан анан эме кылып баштап, ошондо анан эме болду да, усидчивость болуп, анан башка специалисттерге анан өттүк. Результатты аябай эле жакшы алдык, потому что жана айтып өткөндөй эле эме болчу, бала аябай слабый болчу. Биякта еще сенсорная комната бар да. Ал жактан дагы ошол биз башында киргенде аябай эме болчу. Мындай чыдамы жок болчу баланынчы мындай. Биринчи киргенде бала ыйлайт аябай. Анан уже кийин азыр специалисттердин эмеси айтканы боюнча эме да, уже баарын эме кылып мындай чыдамкай болуп калган да бала уже. А мурун андай эмеси жок болчу, чыдамкай эмес болчу да. У нас большие планы. Говорят же о своих планах, о своих мечтах не говорят. Но мы примерно озвучим то, что самое важное, ну, самая большая наша мечта – это открыть в государственном уровне школу для детей именно с ментальной инвалидностью. Вот отдельно прям. Поскольку в спецшколах там разные дети сидят, понимаете, им должны применяться разные методики. А для наших деток с ментальной инвалидностью должна быть совсем другая программа. Разработать бы программы на государственном уровне и включить бы их в школу нашу. И обязательно сады. Вот, я же говорю, все начинается вообще с дома, инклюзия начинается вообще в доме, в том, в котором живет ребенок, но потом он идет в сад. И вот хотелось бы еще садик нам. Нам нужен вообще садик, школа, ну, до университета еще пока доживем. И самое важное, то, что я переживаю уже, вот, например, моему ребенку уже 11 лет, это чем он будет заниматься, когда будет взрослый, когда будет подросток. И хотелось бы что-нибудь как-то трудоустраивать, найти такое место, где чему ребенку научить уже в подростковом возрасте. И вот это все в планах, мы будем очень стараться реализовать эти планы. Самое первое напутствие мамам, особенно деток, это не тратьте свое время на то, что, скажем, на ту депрессию, в котором вы находитесь, я знаю, на раздумье. Нельзя думать. Как только вы первоначально увидели, что есть изменения, что ребенок не разговаривает, что есть признаки, очень много в соцсетях там тестирования, которое можно сделать онлайн, это даже для региона. Сейчас у всех, в каждом регионе, даже в горах работает телефон и интернет. Можно вбить и посмотреть. Не тратьте свое золотое время. Чем раньше начнете реабилитировать ребенка, тем больше у вас будет шансов, что ребенок будет полноценным членом общества. Я очень хотела бы сказать, что 50% работы практически зависит от вас. Если вы даже будете ходить специалистом, если они 50% работы они сделают, за вами остается ваша часть. И если вы не будете помогать нам, специалистам, реабилитировать вашего ребенка, то у нас без вас ничего не получится. Самое главное, пожалуйста, если вы любите ребенка, если вы готовы на все ради ребенка, начните с ним работать, включитесь в процесс, не ждите времени, не ждите, не стесняйтесь, никуда там, я не знаю, там родители бывают, которые в отчаянии. Пожалуйста, найдите у себя силы, в себе силы для того, чтобы бороться с этим, бороться и идти вперед с ребенком.